Проект «Вышитая карта России» начинает свой путь. Сегодня в регионы страны начали отправлять лекала, по которым мастерицы из каждой области будут создавать свою часть из общего полотна. Через 1,5 месяца уже готовые фрагменты они должны будут вернуть обратно в Чувашию, где наши вышивальщицы соединят их в единое целое. Когда же мир увидит готовые изделия, знает Наталья Егорова. Старт проекту в День чувашской вышивки дал глава республики Олег Николаев. Тогда была презентована вышитая карта Чувашии. 3 месяца мастерицы из районов создавали свои части большого полотна, расписывали вышивки особенности своих муниципалитетов. Карта получилась внушительных размеров, более 2 метров в длину и более 3 в высоту, весит 10 килограммов. Идея настолько пришлась по душе Федеральному агентству по делам национальности России, что было решено создать вышитую карту страны. Но самое главное, все регионы проявили интерес. И наши специалисты на сегодняшний день сформировали карту России по масштабам, по размерам. Я не сомневаюсь, что у нас все получится. По заказу Национального музея были изготовлены деревянные лекала. Это географические очертания каждого региона, всего 85 кусочков. Самыми масштабными получились Саха-Якутия, 1,30 на 1,5 метра, Краснодарский край, 84 сантиметра на 1,90 м. Некоторые шаблоны самых крупных регионов даже пришлось разделить на части для удобства доставки по почте. В каждую область отправится кусочек полотна такого же размера. Фантазию мастериц никто не ограничивает. Главное – отразить особенности своей родины. Это очень значимый, на наш взгляд, проект, потому что 2022 год, он объявлен президентом России годом культурного наследия народов России. У нас будет прекрасная возможность увидеть всю красоту и богатство самобытной культуры народов, которые живут на территории нашей огромной страны. Размеры карты 3 метра 10 сантиметров на 6 метров 70 сантиметров. Поскольку многие регионы, как, например, и сама Чувашия, небольшие по размеру, было решено дать каждому субъекту и дополнительное задание. Мы им предоставляем еще один отрез ткани, чтобы они вышивали образец, который характерен для того или иного региона. Это квадрат 35 на 35. Образцы народной вышивки каждого региона оформят как картины, и они будут выставляться вместе с большим полотном. Интересно, что впервые вышитая карта России была создана в 1872 году воспитанницами Московского института ордена Святой Екатерины и подарена императору Александру II. Но с тех пор и границы многих регионов изменились, и появились новые области. Нынешняя карта отобразит уже современные реалии. Проект поддержала народная артистка России Надежда Бабкина. 12 июня она и представит готовую карту в Чебоксарах на фестивале «Песня России». А потом полотно будет путешествовать по всем федеральным округам. Акция завершится 12 декабря в Москве. Наталья Егорова, Михаил Солин, Вести Чувашия.